Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Что его в вас привлекает? Какие ваши черты, какие ваши качества? Вот все, что есть, все мы просмотрим, и я вам расскажу. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени и спросите, что тебя во мне привлекает. Давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вы какая-то волшебная для него. Вы действительно волшебны. Смотрите, видите, месяц вышел. Это вы. Это его восприятие вас. Волшебная женщина. Он считает, что вы с тонким миром, либо с магией на одной ноге. Прям подозревает за вами какие-то сверхъестественные способности. По крайней мере, так вы на него влияете. Ну вот зачаровала и все. Зачаровала. Что теперь делать? Как мне жить? Я под чарами, я пропадаю. Ни о ком, ни о чем другом думать не могу. Это мужчина очень влюбленный. Очень влюбленный. Не могу сказать, что любит. Это общая отсыпка. Кто-то вместе давно, кто-то недавно только познакомился. Но я вижу остроту его чувств. И эти чувства, они очень-очень свежие, похожи на влюбленность, такую яркую, первую, воодушевляющую, вот эти бабочки, улыбка постоянно глупая на лице. Да, это про него. Так, что же привлекает? Ну, конечно же, ваша внешность его привлекает, внешность. Внешность у вас какая-то необычная. Вот нетипичная красота идет, не вот это вот телевизионно-журнальная, да, когда там девочки там по стандарту, там с этими бровями, с какими-то там скулами, как они там называются, такое интересное слово было, забыла даже, да, когда они там себе подкачивают, накачивают, ну, в общем, вы поняли. Да, вы не такая, нет, вы естественная. Вы настоящая. Вот черты лица, вот ни на кого не похожая, самобытная. Как уникальная вы для него идете. По крайней мере, вот до встречи с вами, ну, не встречал таких девушек, такого типажа не встречал, просто не встречал. У кого-то, кстати, может отыграться, что наоборот, вы очень похожи, ну, например, да, вот по типажу, по внешности похожи на его любимую маму, либо там бабушку. Вот. И он прям к вам тянется, он тянется к этому образу. Что-то мне идет Мадонна. Может быть, он вас сравнивает с Мадонной, может быть, вы похожи на Мадонну. Угу. Да. Засматривается, девочки, он ну, когда с вами общается, он прям засматривается вашими чертами лица. Вот, знаете, как старается глазами запомнить, чтобы потом вечером, там, ночью мечтать о вас, представлять вас. Да. Вот фотография не то, не передает эту энергетику. Вот глаза воспринимают ее. Так, что касается фигуры. Ну, я вижу, что у вас комплексы. Кому-то кажется, что сиси маленькие, кому-то кажется, что попа слишком большая, там ножки что-то не нравятся, кого-то кривоватые, у кого-то наоборот полненькие. Девчонки, ну это вы сами себе придумали. Это лично ваш вкус и ваше восприятие. Для мужчины вы то, что надо. Понимаете? То, что надо. То, что он искал. Вот так правильно сказать.
Он искал именно девушку с такой фигурой. Его все устраивает. У вас небольшая грудь, ну так это его мечта, чтобы у женщины была небольшая грудь. У вас наоборот большая, ну так он самый счастливый человек в мире. У него любимая с большой грудью. Вот. Все остальное, ну его полностью, все, ну понимаете, все, каждая даже ваша складочка его устраивает. Абсолютно, абсолютно. Она у него самая любимая. Вот сколько у вас там складочек есть, там, жировых прослоечек, извините за подробности, я сама страдаю этими жировыми прослоечками, просто вижу, что вы этого смущаетесь. А он их любит, понимаете, обожает, просто обожает. Они для него самые красивые в мире. Все, без них бы вы не были такой желанной. Вот. Успокойтесь, успокойтесь. Ваша фигура для него идеал, идеал. Его все устраивает, даже больше. Он об этом мечтал. Вот. Не надо тут себя критиковать и пытаться что-то с собой там делать. Не, ну понятно, если у вас уж очень лишний вес, ну это опасно для здоровья. Но для вашего мужчины каждый, ну, не знаю, грамм вашего веса, ну, самый любимый, самый желанный. Вот, чтобы вы не переживали. Что касается вашего характера. Ну, характер, честно, ему не нравится. Вы меня простите, но ваш характер ему не нравится. Вы такая, вы знаете, вы на рожон не лезете, но и терпеть вы не будете. Вы не стесняетесь своих суждений, вы не стесняетесь иметь собственное мнение, вы не боитесь отстаивать собственное мнение. По каждому вопросу вы можете дать очень четкий, аргументированный взгляд, да, ваш личный взгляд. Вы ни за кем не гонитесь, ни под кого не подстраиваетесь. Не, вы в этом плане абсолютно независимая. У него до вас был какой-то стереотип в голове, что все женщины, они, ну там, не знаю, тихушнички, да, либо истерички, стервы, да, либо тихушницы. Вот. А вы нет, вы не такая. Вы не вписались в его видение женщин. Вы на равных с ним. Вы ничем ему не уступаете. А в некоторых вопросах вы его просто загоняете в угол, понимаете? А ему это не нравится. Он говорит, ну я же мужик, ну как же так? Неужели женщина может быть умнее мужчины? Да, дружочек, так иногда бывает. Есть огромное количество женщин, которые гораздо умнее, чем мужчины. Поздравляю, ты об этом узнал в свои сколько-то лет. Да, девочки. Вот этот ваш характер, ваш темперамент, с одной стороны, будоражит, восхищает. Он думает, вау, вот это да, вот это огонь, вот это она крутая, вот это она дает. А с другой стороны, его это пугает. Он думает, я с ней не справлюсь. Я с ней не справлюсь. Вот перейду ей где-нибудь дорогу интерес, так она ж меня затопчет. Словами затопчет. Что я буду делать? Как я себя буду чувствовать? Вот, тут да, извините, но не нравится. Девочки, ни в коем случае не подстраивайтесь под мужчину, не меняйтесь. Вы понимаете, я сейчас такую вещь скажу, отнеситесь к этому правильно. Скорее всего, за что он вас полюбил, так это противоречие, да, за ваш характер, за ваш темперамент, за вашу подачу он вас полюбил. То есть зауважал и полюбил. Вот так идет. Ведь внешность, фигура, это же все страсти. Страсти долго не живут. Там 5-7 лет и все, утухло, загасло, и там раз в полгода в темноте, да, типа супружеский долг. Вот. А когда любовь настоящая, ты ведь любишь именно человека, его проявление, его характер, его подачу, его видение, восприятие. Вот, да. Ваш характер привлек этого мужчину, заинтересовал. Прям, знаете, как заякорили. Вы его заякорили, вот так прям подели его, за жабры подели и все, к себе притянули. Так вот, мои хорошие, не стесняйтесь себя, не стесняйтесь своих проявлений. Конечно, не надо там эту горячку пороть и шокировать мальчика, но тем не менее, не стесняйтесь себя. Знаете, что вы молодец, знаете, что вы действительно уникальная, особенная, как говорится, редкая женщина. Так, что еще? Что еще привлекает? Ваша история, история вашей жизни.
Возможно, он не все о вас знает, но то, что он знает, то, что вы ему рассказали, например, о себе, либо кто-то сообщил о вас, его действительно вдохновляет. Вот он никак понять не может, как такая милая девушка смогла выжить в таких сложных условиях, либо справиться с какими-то там бедами, напастями, проблемами. Я вот мужик, да, но у меня прям поджилки трясутся, когда я об этом думаю. Как она это пережила, как она смогла с этим всем справиться. Ну, тут даже какая-то гордость за вас, понимаете? Гордость. Вот. И, знаете, вот от вас надежностью веет. Вы ведь, когда любите, когда вы к человеку хорошо относитесь, вы же его под свое крылышко берете. Вы этого человека защищаете, оберегаете, постоянно на контакте, интересуетесь, готовы в любой момент все бросить, прибежать, помочь, там, не знаю, защитить, там, накормить, обогреть. Вы такая, вы очень заботливая, с вами не пропадешь. Он это видит, он это понимает, и он этому безумно рад. Понимаете, что он встретил именно такую женщину, жертвенную, способную на поступки. Вот. Поступки ради тех, кого она любит. Если у вас есть дети, он знаком с вашими детьми, ну, он хлопает стоя в ладоши. Вот какие у вас детки хорошие, тут ухоженные, как вы их любите, как вы о них думаете, какие условия им создаете. Вот. Ну, он хотел бы быть вашим сыном, да, если бы не было возможности быть вашим мужем. Да. Вот прям, может быть, вы говорили о детях, да, детей у вас нет, но вы говорили, то есть вы видели свое, вернее, передавали ему свое видение воспитания детей, и он прям сидел такой в мечтах и думал: боже, вот как мне повезло, какая она хорошая будет мама, да, там вдруг, не дай бог, со мной что, когда случится, ну, она ж все сделает, и детей воспитает, и с ней не пропадешь, Девочки, даже не знаю, что добавить. Здесь одно восхищение, одно удивление. Вот что ему не нравится, так это ваш характер. Я вам об этом честно сказала. Других недостатков он у вас не видит. Кто-то из вас скромная, и ему это очень нравится. Кто-то наоборот, такая вот прям активная, боевая, и он этим восхищается. Понимаете, вы все разные. Общие вещи я повытаскивала и вам рассказала. Вот. Не сомневайтесь, вы для этого мужчины женщина номер один. Роковая, по судьбе, судьбоносная. Вот как хотите, так и называйте. До вас он такого не видел, не встречал. Таких женщин не видел, не встречал. Если вдруг по каким-то причинам вы не найдете общий язык, там, как волей судьбы, там, либо вашим желанием вы расстанетесь, он помнить вас будет до последнего своего вздоха. Такую женщину, как вы, ну, невозможно забыть, невозможно. Я вам даже больше скажу, он всю жизнь будет искать ваш клон. То есть, чтобы на вас похожа была и по характеру, как вы. И не найдет, просто не найдет. Вы уникальны. Уникальное Божье творение. Вот. Он это понимает. Вот сейчас даже понимает, что если я ее упущу, то все, я дурак. Вот прям можно татуировку на лбу сделать: дурак. Вот, и он будет за вас держаться, будет. Нужен ли он вам? Ну, это уже другой вопрос, это уже будет другая отсыпка. Мои хорошие, любит, влюблен. Тут, смотрите, горит, смотрите, видите, вот человечек, у него пламя прямо в руках. Боже, как вы его сводите с ума. Даже не думайте ни о чем. Вы особенная. Ну, вот смотрите, вы как роза, прекрасная ароматная роза, но с очень огромными шипами. Вот такая вы для него. Эксклюзив, девочки, вы его эксклюзив. Вот так. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.